В апреле 2024 года премьер-министр Чеченской республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев сделал срочное обращение к народам Кавказа. Слушайте, что он сказал в полном видео. А также поддержите канал чеченского батальона имени шейха Мансура подпиской, лайком, а также донатом на потребности батальона в Монобанке по QR-коду, который вы видите на видео. Мы боремся за независимость Украины, так же, как и независимость Кавказа. Ичкерия будет свободной. Ассаламу алейкум, салам ашалду. Всех приветствую, участников конференции. И в первую очередь хочу выразить благодарность организаторам данного форума и за организацию этого форума, и за приглашение. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание. Все, что сегодня происходит в Украине, кто-то это называет агрессией России против Украины, кто-то это называет освободительной войной Украины от Российской империи. А на самом деле сегодня в Украине происходит переустройство мира. Все эти последние 70 лет, особенно после Второй мировой войны, те институты, которые были созданы международным сообществом не для недопущения агрессивных войн, геноцидов и разных форм насилия, эти институты практически себя дискредитировали и не оправдали себя. И начало этому было положено, как ни странно, на Кавказе, с Кавказа. 94 год, или 92 год, или 80, даже 90-е годы, когда впервые тогдашняя СССР, тогдашняя Советская империя заложила мину замедленного действия, развязав конфликт между армянами и Азербайджаном. В последующем Молдова, Грузия, когда они закладывали эти мины. И потом уже открытая агрессивная война против чеченского государства, независимого государства, с целью его покорения и колонизации, повторной колонизации. И вот тогда тот институт и тот мир, который был призван защитить свои же принципы и уставные нормы международных институтов, они практически провалились. Они заняли сторону агрессора, и агрессору удалось, в результате чего было убито более 300 тысяч только гражданского населения. Из них 40 с лишним тысячи дети. В результате 30 годов жесточайшей войны им удалось якобы усмирить Чечню. Но дальше уже мы стали свидетелями того, как это прогрессировала империя. Потому что любая империя, она существует до тех пор, пока она ведет войны, захватнические войны, расширяя свои территории, приумножая свои территории. И, конечно, всегда любая империя руководствуется принципом «разделяй и властвуй». И сегодня для меня очень считаю важным, и особенно важным то, что сегодня представители народов Кавказа именно в тот период и в тот момент, когда в Украине решается вопрос будущего всего мира, и переустройство мира, что мы сегодня участвуем, и мы вовлечены активно. Да, мы сегодня занимаем сторону украинцев на поле боя. Мы сегодня занимаем сторону украинцев на информационном поле. Мы сегодня занимаем сторону украинцев волонтерской работы, которая проводится очень многими кавказскими организациями. И поэтому сегодня особенно важно, чтобы Украина и руководство Украины понимали, что мы сегодня, и Украина в первую очередь, мы сегодня отстаиваем наше общее будущее. И у тех, кто сегодня пришли на помощь поддержать украинцев, Украину в этой неравной войне, они должны быть уверены в завтрашнем дне. Я хочу, пользуясь случаем, что Алексей Гончаренко, представитель Верховной Рады, политического истеблишмента, человек, который занимается этими вопросами и очень активно вовлечен в работу и международных институтов, чтобы они понимали, необходимо, чтобы Рада приняла соответствующее законодательство с тем, чтобы легализовать тех наших бойцов, которые отдают свои жизни здесь. Я знаю очень много проблем у тех, кто сегодня вовлечены в отражение этой агрессии. И все эти вопросы нужно и надо решать законодательно именно здесь.
Верховной Раде. Я уверен, что Алексей и все те, кто с нами сейчас работает в этом направлении, Алексей не даст соврать, наше правительство в этом направлении работает практически со всеми комитетами, которые занимаются этими вопросами. И я уверен, что мы этого добьемся. И я еще раз обращаюсь к тем, кто сегодня находится здесь, чтобы они были спокойны за свое будущее. Я уверен в том, что ничего другого, кроме как быть вместе и в едином порыве отстоять победу, у нас ни у кого нет шанса. И сегодня Кавказ, который во все времена славился тем, что гостеприимством, доброжелательством. И на Кавказе, обратите внимание, никогда не было этнических войн, межнациональных войн до появления Российской империи на этой территории. И я поэтому уверен в том, что как только заканчивалось влияние России, сразу же формировалась общекавказская государственность. И это были 3 этапа, вот о котором сегодня говорил Алексей Гончаренко. После распада Царской империи были восстановлены Кавказские союзные государства. После распада Советской империи были созданы и сформированы Кавказские государства. И сразу же Зият Гамсахурди, легендарные сыны Кавказа, Зият Гамсахурди, Джахар Дудаев, они заговорили о общекавказском доме. То есть всегда идея национальной независимости любого кавказского народа, оно в обязательной форме трансформировалось в общекавказскую национальную идею с тем, чтобы создать союзное государство. И я уверен в том, что сегодняшняя ситуация, которая складывается в мире, и в частности из-за войны Украины, способствует тому, чтобы мы создали общекавказское государство. Кавказ – это единый организм. Кавказ – это единая семья. Кавказ – это единые традиции, обычаи. Несмотря на наши религиозные какие-то конфессиональные различия, но никогда у нас не было противоречий и противостояний между нашими народами. Сегодня так называемые российские либералы, находящиеся на Западе, угрожают миру, вернее, грозятся миру, что если сегодня не сохранится Россия в тех границах, как империя, что на Кавказе начнутся межнациональные войны и гражданские войны, и наступит хаос. Неправда. Никогда за всю историю, многовековую историю Кавказа, я еще раз подчеркиваю, повторяюсь, не было межнациональных войн до появления Российской империи. Как только заканчивается влияние, заканчиваются все конфликты, и мы стали свидетелями того, что сегодня произошло. Казалось бы, что никогда не приблизятся позиции Карабаха, вернее, Армении и Азербайджана, но мы уже этому началу видели. И это заложено здесь, в Украине. И поэтому сегодня исключительно важно всем помнить те платформы, которые мы сегодня создаем. И самое интересное, что все вопросы, связанные с Кавказом, с освобождением Кавказа, решения принимаются здесь, в Украине. В прошлом году мы провели конференцию, посвященную 105-й годовщине Конфедерации народов Кавказа, Северо-Горская республика. В последующем на основе этой резолюции мы на уровне Европарламента создали комитет по восстановлению северокавказских государств. Сегодня учреждается новая политическая платформа, которая будет способствовать объединению всего Кавказа. Нас искусственно разделяли именно те, кто оккупировали наши страны и наши государства, разделив нас на южный, на северный Кавказ. Кавказ, он един, Кавказ, он единый организм. И поэтому то, что сегодня мы должны сделать, и то, что на уровне Европарламента уже принята резолюция о деколонизации Российской империи, это есть та основа, на которой мы должны стоять. И это то будущее, за которое мы должны бороться здесь, находясь в Украине и поддерживая наших украинских братьев именно в войне. И вот здесь мы должны сломать хребет российскому монстру. Именно здесь, на этой священной украинской земле, которая вела войны и борьбу за свою независимость столетиями, так же, как кавказцы. И я уверен в том, что нам сегодня это удастся. И мы вместе это сделаем. Я призываю нас к объединению и призываю все народы, которые сегодня хотят освободиться от колониальной зависимости Российской империи, чтобы они включались в борьбу вот здесь, поддерживая украинцев в этой войне. Победу Украине, свободу Кавказу, слава Всевышнему Господу миров. Аллаху Акбар.